Таван Осхагал. Таван Осхагал. Выравахательне пулды радиотлегене мерзем сирия пурзарада хавасла комылдуем сунат прибир паян хигун менжендезесени таван из хагалгаларым хали уявзин тап хренче питя пельдерышле идузине шеклесе бырать. Ибир сирембеша каларамра таван халы истории бетя пленгана положат пар онын вартанлых из неучим ладат пар сирембе паяны бяз Андрей Диарес аза режиссёре Лада Данилова. Эфир бирки калас пулзан ибир паяндан хамырын чеваш халыхен терле этнография ушканнебах садухматыда на баращавам пада паян индейбер. Шембек нумай ыйду журатакан, чеваш син этнография ушканне, тада хош придюхне тавлажу зем журатакан этнография ушканне тури чеваш синепах садухабар. Перегу идура положакань Александр Алексеевич Чибис Пуля, история слухисень кандидатчин, чеваш пачал гуманитария слухисень институтчин. Наука эшчене. Тури ваш сине урыхла туши шармыш тезе каланы земде бурынде или хитап харзенче вот кунда жабах ужимлат малы пиден умай. Александр Алексеевич, добрый день. У нас сегодня с вами очень сложная тема «Верховые чуваши». Тема достаточно вопросительная, потому что очень часто нам говорят, верховые чуваши — это не, помесь с марийцами, не совсем настоящие чуваши и так далее, и так далее. Вот что показывают исторические данные? Это чуваши или все же ассимилированное марийское население? Проблема происхождения верховых чуваш, она еще возникла в XIX веке, когда стала формироваться чувашская этнография, когда появились первые труды с описанием чувашского народа и так далее. На существование групп чувашей верховых среди низовых указывали Спиридон Михайлович Михайлов в первой половине XIX века, потом Василий Константинович Магнитский, многие другие исследователи. Но прежде всего указывали на разницу в костюмах. У верховых чувашей одни костюмы, у низовых чувашей другие костюмы, и на разницу в говорах. И, скажем так, в верховой группе, по крайней мере, по внешним признакам, прослеживалось явно марийское влияние. То есть это были параллели с марийским костюмом и так далее. Еще дело усугублялось в том, что в источниках 17 века по отношению ко всему населению северной и северо-западной Чувашии употреблялся термин черемиса, горная черемиса, просто черемиса и так далее. И все это дало повод исследователям считать, что в основном это верховые чуваши, это очувашися марийцы, которые просто приняли тюркский язык, тюркско-болгарский язык, но сохранили, скажем так, свою материальную культуру. Как известно, в 1950 году стала развиваться автохтонная теория происхождения чувашского народа, что чуваш это, как я уже сказал, это просто марийцы, принявшие тюркский язык. И вот многие сторонники этой теории, это Этнограф Воробьев, и Третьяков и так далее, как раз апеллировали на марийские параллели в материальной культуре верховых чувашей. Потом возникла болгарская теория, стала развиваться. С 1956 года прошла сессия об автохтонности чувашского народа. Было доказано, что в основном все чуваши это волжские болгары. Верховые чуваши это также волжские болгары, которые ассимилировали значительную часть марийского населения. Но споры то утекали, то разгорались. В последнее время стали усиливаться версии о том, что марийцы продолжали проживать на территории Северной Чувашии. Именно они упоминались под именем горной черемисы и так далее. Но что же дало окончательный ответ на этот вопрос? Дело в том, что еще языковеды 30-х годов они выделили среди этнографических групп чувашей различные подгруппы. И потом это, скажем, деление на эти подгруппы усилил известный исследователь Лукьян Иванович Иванов. Он написал, он сам не был профессиональным историком, он был учителем истории, но тем не менее активно собирал материалы о происхождении чувашского населения, формировании этнографической группы и так далее. Вышла его книга «Этнографическая группа чувашского народа». И он выделил в составе верховых чувашей следующие подгруппы. Это Сундырская, северо-запад, было Волжская, так называемая средняя Цивильская, межцивильская, которая центр Чуваши, и Читайская, юго-восточная. И вот он показал, что в основном-то марийское влияние, оно распространялось только на сундырскую подгруппу верховых чувашей, которая занимала территорию Маргаушского района и находилась в непосредственном соприкосновении с горными марийцами. Это, скажем так, территория Горномарийского края. Вот там прослеживалось наибольшее влияние. Также были обобщены исследования Ашмарина, который доказывал, что марийское влияние в языке, оно чем дальше от мест контакта группы проживания чувашей и верховых марийцев, тем оно меньше. То есть наибольшие марийские заимствования, они в основном присутствовали только в Воловолжской и Сундырской
подгруппы верховых чувашей, а межцивильской и красночитайской было достаточно мало. Дальше вышла этнография, не столь давно вышла обобщающая этнография Екатерины Андреевны Ягафовой. Она же проживает в Самаре, но тесно занимается историей этнографии чувашского народа, в которой было показано, что основа культуры верховых чувашей – это прежде всего болгарская культура. А все вот эти марийские пласты на костюме и так далее, это уже более позднее наслоение. Но, как известно, в 18-19 веках среди верховых чувашей и горных марийцев были очень распространены смежные браки. То есть чуваши брали жен у марийцев, а, соответственно, марийцы брали невесту чувашек и так далее. Вот все эти параллели они и сформировали так называемый верховой костюм чувашей, в котором присутствуют яркие элементы. Но считается, что по происхождению основная масса верховых чувашей – это все-таки тюрки-болгары. Тем не менее, определенное марийское влияние присутствует. Отходя назад, если брать историю 17 века, то в 1964 году вышла статья Василия Дмитриевича об этнониме «Горные черемисы». Он доказывал, что вот все черемисы, которые на территории Северной Чувашии, прежде всего этнические чуваши, и в качестве доказательства привел данные ревизии, согласно которым здесь, на севере Чувашии, в Чебоксарском, Ядринском уездах, упоминались только, по данным первой переписи 1923 года, упоминались только чуваши. Марийцев не было. Марийцы были только на территории Казмодемьянского уезда, примерно 5000 человек. Но в основном, конечно, горные марийцы. И поэтому он доказал, что здесь марийцев не было, и вся упомянутая горная черемис – это есть чуваши. Но время, как говорится, на месте не стоит. Проводились новые раскопки, и все-таки было установлено, что определенный пласт марийского населения, он здесь присутствовал в 17 веке. Ну, в частности, это вот Верхнеочакский могильник. Я когда был студентом исторического факультета в 91 году под руководством Василия Филипповича Каховского и Бориса Васильевича Каховского, участвовал в его раскопках. Там вот влияние марийских обрядов на погребение прослеживается. Но, тем не менее, доказано, что марийцев здесь было не столь много, чтобы они явились, скажем так, основным компонентом формирования верховых чувашей. Вы выделили среди верховых чувашей несколько этнотерриториальных групп. То есть этнографическая группа верховых чувашей сама между собой еще немножечко подразделяется. Да, внутри них есть различия по языку, по определенным говорам. Но это вопрос, прежде всего, лингвистический. И по определенным признакам материальной культуры, по костюму и так далее. Все это монография Ягафовой подробно рассмотрена. На прошлых передачах поднимался вопрос об этнографических группах, о формировании различных этнографических групп чувашей, и было сказано такое предположение, что верховые чуваши произошли от той группы, которая была ближе немного к средненизовым чувашам. Но в какой-то момент начинается переселение на запад, и как будто бы формируется новая этнографическая группа. Так ли это с точки зрения истории, или это все же какой-то отдельный компонент? Это прежде всего доказано этнографическими признаками. Средненизовые чуваши не повлияли на формирование межцивильской подгруппы. Верховых чувашей, там вот наиболее, скажем так, пласты, мотивы культуры средненизовых чувашей прослеживаются. Александр Алексеевич, еще такой вопрос. В последнее время, и не только в последнее, наверное, очень часто у нас некоторые псевдоисторики, наверное, в социальных сетях и различных источниках начинают говорить о том, что якобы некий предводитель ВРК повел за собой группу чувашей, булгар, которые отказались принять, они говорят сувар, которые отказались принять ислам и переселились уже в 922 году на северной территории Чувашии, оформилась как будто бы верховая группа чувашей. Что об этом говорит история, и можно ли подобным утверждениям доверять? Во-первых, даже если это самое и был такой вырок, вполне, это писал Иван Падлан. Он просто говорил, что та часть болгар, которая не захотела принять ислам, она отделилась от основной массы. И трудно сказать, куда она реально переселилась. Болгары, это прежде всего тогда были на левобережье. Но если бы даже они переселялись, они прежде всего переселились, наверное, на территорию средненизовых чувашей. Но это не в том вопросе. Но достаточно проблема происхождения времени формирования верхненизовой группы. Как известно, в 1960-63 годах в 65 годах вышло две монографии Василия Филипповича Каховского, первая редакция, вторая, о происхождении чувашского народа. И вот Василий Филиппович доказывал, что еще в домонгольский период, это как раз 10-11 века, уже волжские болгары стали переселяться на северную территорию Чувашии и ассимилировать находящиеся здесь марийские племена.
Но потом это было поставлено под сомнение, потому что возникает вопрос, а какова численность балавовских болгар, чтобы они могли оказать решающее воздействие на марийские племена, ассимиляционное воздействие. И вот в этом стал вопрос. Потому что все археологические данные показывали, что в домонгольский период на территории Чувашии не было сильного притока болгарских племен. Поэтому... Ну, по крайней мере, на север. Да, на север. Марийцев они так быстро ассимилировать не могли. Да, возможно, были поселения, возможно, болгары и чуваши жили по соседству, но, тем не менее, в тот период болгары еще ассимиляционного воздействия оказать не могли. Ну, соответственно, когда Василий Филиппович это утверждал, он доказывал, что вот именно верховая группа и стала самой ранней группой, этнографической группой чувашского народа. Но потом это было, от этой мысли отказались. Вот, и было доказано, что первой этой группой была как раз средненизовая, которая на свою территорию стала переселяться еще в начале 14 века. Потом сформировалась в конце 14 начала 15 века, стала формироваться верховая группа, и только уже потом, в 16-17 веках, стала формироваться низовая группа. То есть подобным утверждением, что якобы уже в 922 году предки верховых чувашей переселились... Ну нет, подобное утверждение, они, скажем так, являются только утверждениями, ни на чем не основаны. Вы сказали о том, что археология тоже показывает, что на территории северо-западной части современной Чувашии находятся памятники, которые показывают, что еще в 17 веке на наших территориях, на этих землях проживали марийские группы. Например, в то же время мы говорим о том, что у верховых Чувашей в материальной части культуры и так далее частично проявляется марийский след. Можно подробнее узнать, в каких деталях это можно рассмотреть и как это можно понять? Ну, прежде всего, в костюмах, погребальном обряде и так далее. Ну, это подробно вам скажут истории, археологи, этнографы. Еще раз говорю, вот тема присутствия здесь марийцев в 17 веке, она является спором, потому что вначале она вообще отрицалась. Но, тем не менее, вот... по определенные предметы и так далее, марийского происхождения, марийской обрядности, она есть. Возникает вопрос, откуда она возникла. Но Василий Филиппович Каховский доказывал, что это результат перекрестных браков. Вот. То есть вот так же брали Мариек там, или заимствовали определенный элемент, хотя прежде всего это прослеживается в одежде, в женской одежде. Женская одежда, как правило, это самый главный показатель этнографии того или иного народа. В нем именно сосредоточены все признаки, этнографические признаки, присущие для народа. Мужская одежда отличается большей простотой. И возникает второй вопрос. Или там жили, или здесь жили марийцы, как это доказывают марийские исследователи. Но, тем не менее, присутствие здесь марийского пласта, компонента, отрицать нельзя. Что показали раскопки. Даже если тут, скажем так, женились чуваши на марийках или наоборот, все равно же марийцы здесь были. Но, тем не менее, возникает вопрос, а какой их был удельный вес марийцев? Могли ли они полностью повлиять на формирование группы верховых чувашей? И вот так получается, что если даже марийцы здесь и были, они уже существенного воздействия такого оказать не могли. Но хотя определенное там влияние, конечно, было. Но вот сегодняшняя территория проживания верховых чувашей нам досконально известна. То есть мы можем сказать, вот начиная с Красных Читай, вот вся западная граница Чувашии, это у нас верховые чуваши, да? Были ли периоды, когда расположение, проживание территории верховых чувашей были, может быть, больше, может быть, меньше? Есть ли подобные данные с точки зрения археологии? И истории. Были, конечно. Многие деревни, они ведь возникли в 17-18 веках. Вот, то есть какое-то колонизационное движение было. Расчищались лесные участки, как на территории традиционного проживания верховых чувашей, так и верховые чуваши могли переселяться в юго-западные районы, колонизировать так называемое дикое поле. Таковых было немного. Безусловно, территория, она не была устойчивой. Она зависела от колонизационного хозяйственного движения, которое для хозяйства чувашей, оно было характерно. Александр Алексеевич, еще такой вопрос, который тоже, мне кажется, очень важным, потому что сегодня, например, все диаспорные группы, все чувашские компактные группы, проживающие за пределами Чувашской республики, относятся традиционно к низовым чувашам. И получается, как будто бы верховые чуваши, вот как жили здесь у нас на западной границе, так и живут, а переселенческие группы как будто бы растворились. Есть ли какие-нибудь компактные локусы за пределами современной Чувашии, которые можно более-менее уверенно отнести к верховым чувашам? Это я не могу сказать. Ага. Хорошо, поняли. Ладно, у нас сейчас период, когда нужно сделать короткий перерыв. Реклама «Погода». Эллада Данилова, Тархашин, Кучарсерсам. Таван Осхагал.
Тузамырзен перинкаларым малалахты зелати бир паян сиримпе тури чеваш сем перки утларах калажат бар. И бир паян шеклене иду синчен, тюгунда шампик тапхар булса духря, пушлама женче, хыйвага денче, чеваш сине горная черемиса дезе паларна дезе. Александр Алексеевич, вот этот термин горная черемиса, он на самом деле очень сильно, наверное, помешал изучению чувашей в свое время, потому что из-за подобного наименования, получается, внешнего названия нашего народа, получилось так, что действительно многие исследователи всерьез воспринимали чуваши как финно-угорский народ. Поскольку в источниках этот термин встречается достаточно часто, особенно в ранних, хотелось бы выяснить причины, почему на территории вот государства, куда вошло вот как раз-таки Казанское ханство со всем своим населением, получилась такая неразбериха, скажем так. Почему чуваши называли горными черемисами? Притом, насколько я понимаю, это относилось иногда не только к верховым чувашам. Это охватывало и частично другие этнографические группы нашего народа. И если верховых чувашей называли горными черемисами, то как называли в это время низовых чувашей, которые жили на территории Чувашии? Хочу сказать, что прежде всего есть в этнографии такое понятие экзоэтноним. Экзоэтноним – это термин, который один народ принимает по отношению к другому народу. Термин «черемис» – это чисто русского происхождения. И этот термин употребляли прежде всего русские. Хотя там, естественно, происхождение не русского, там долго спорят, как он возникал и так далее. Черемисов впервые в русском источнике упоминается в «Повесть современных лет», когда говорит, что вот на Оке жило там и Мурома, и Мерия, и так далее, жила Черемиса. С 18 века по черемисам принято подразумевать только марийцев. То есть все, что когда говорят черемис, это прежде всего марийцы. И вот означает ли все это, что в ранний период этот термин относился только к марийцам? А тут нет. Почему? Вот когда будем исходить еще, что долгое время под черемисами рассматривался только этноним. И когда многие дореволюционные авторы, и потом современные авторы читают вот эти источники, где упоминаются черемисы, они говорят, вот упомянуты черемисы, значит, прежде всего, это марийцы. Но если внимательно вникнуть в источники, то не все так просто. Например, был известный казанский летописец. Он был написан в середине XVI века неизвестным автором, который якобы пребывал в плену Казанского ханства. Как описан там история Казанского ханства, его войны с русским государством, падение Казанского ханства и так далее. И вот этот летописец, автор, этот неизвестный автор летописи, он термин черемиса относит ко всем не татарским народам Казанского ханства. Горные черемисы, он пишет, там за Волгой есть черемисы, ветлужские черемисы и так далее и тому подобное. И Михаил Николаевич Тихомиров впервые обратил внимание на то, что вот там есть рассказ, когда он пишет, что, когда автор казанского летописца пишет, что пришла вся черемиса, по-нашему это завома и чернь. Чернь по-русски это податное сословие. И поэтому Михаил Николаевич Тихомиров в своей статье, вышедший в 1950 году о присоединении Чувашии к России, сказал, что прежде всего под черемисами подразумеваются податные народы, платившие дань казанскому хану. Не татарские податные народы. И вот применительно казанского летописца в этом есть основания. Но потом пошли другие летописи. Вот, например, если брать летопись начала царства, строго документален, когда говорилось о падении Свияжска, то те, которые пришли присягать к Ивану Грозному, жители горной стороны, назывались и Чувашой, и Черемисой. То есть здесь Черемиса явно этноним прослеживается. И вот возникает вопрос, везде назывались, в одних случаях это был соционим, в других случаях это был этноним. Бывает так, что русские, естественно, различали чувашей и марийцев хотя бы по языку. Один, допустим, толмач должен был быть для черемис, которые говорили по-марийски, другой для чувашей и так далее. Но, тем не менее, вот эта вот традиция называть все податные народы термином черемис, она держалась в русских документах достаточно долго. Но если вот брать более современный пример, я скажу, вот история гражданской войны. Вот советская там литература, которая описывает контрреволюционное движение и так далее. И говорит, что против советской власти восставали меньшевики и эсеры. Меньшевики и эсеры. Вот это контрреволюция называется часто меньшевиками и эсерами. Это как будто одно и то же. Но меньшевики и эсеры – две разные партии. Просто они его обе не поддерживают большевиков. Поэтому в русском языке они характерно обобщающие термины. И вот поэтому довольно часто вот нерусские народы, которые платили потом дани и русскому царю, нерусский народ Среднего Поволжья, они назывались Чувашой и Черемисой. Но когда дело касалось конкретики, там уже называлось конкретно термин. Ну, например, 1670 год, Разинское восстание в Цивильском уезде. Из Казани отправлен подавлять это восстание Кравков.
И вот сохранился его доезд, это командировочный отчет о том, как ездил. И вот он там пишет: вот по указу великого государя я там еду в Цивильский уезд, там приводить Черемису к Шерте. Далее он описывает, что пришел в такую-то деревню и так далее, и уже пишет, что это не Черемиса, а Чуваша. То есть сначала он называет улицу, обобщенно называет Черемиса, но когда все это конкретно коснется, это оказывается Чуваша. Но самое интересное, что степень распространения этого термина на разных территориях она была разной. Свияжский уезд — это территория расселения среди низовых и низовых чувашей. Тут как бы была пограничная зона их влияния. И там чаще всего встречаются чуваши. Термин Черемисы как бы отсутствует. Но термин Черемис встречается нечасто. Но вот когда какое-то обобщенное название, также пишется Чуваша и Черемиса. Вот, например, вот 1608 год. На территории Свияжского уезда подавлено восстание сторонников Дмитрия II. Василий Шуйский посылает грамоту к свияжским воеводам и пишет в грамоте: скажите там свияжской Чуваши и Черемисе, что благодарность мы выражаем, и так далее. То есть уже снова обобщенное название для чувашского населения Свияжского уезда — это Чуваша и Черемиса. Вот. Ну а здесь вот, скажем так, на территории верховых чувашей этот термин держался достаточно долго. Вообще вот если брать ядринские акты, документы Ядринской приказной избы, я сам готовил к публикации, там термин «чуваши» начинает упоминаться только с 80-х годов. Причем как? Вот, допустим, когда приходит в Ядрин отписка из Казани, там казанский воевод требует от ядринских: соберите с ядринской чуваши хлеб и вышлите нам для того-то, для того-то. Или там лес соберите. А воеводы говорят: ну мы, скажем так, Черемисы поручим. То есть ясно, что вот термин Чуваша и Черемисы, речь идет об одном и том же народе. Но для одних это население Ядринского уезда Чуваша, для других Черемиса. С 1701 года термин Черемиса из документов Ядринской приказной избы, он полностью исчезает. Все население именуется чувашским. Вот, допустим, в 1690-х годах один человек именовался Черемисом, а в документах начала века он уже чуваш. То есть в данном случае мы можем просто как-то даже списать на человеческий фактор, наверное. Да, может на человеческий фактор. Ну, сила традиций. Сила традиций. Вот. Например, также, я еще раз говорю, в русском языке они были очень популярны, обобщения. Когда термины, допустим, они используются достаточно долго, и причем значение их менялось. Вот еще один термин, который тоже мне периодически в источниках попадался: черемисская татара. Вот такая вот. Черемисские татары. Да. Термин «черемисские татары», он употреблялся не в русских источниках, не русского происхождения. Он в основном употреблялся в сочинениях западноевропейских дипломатов, военных, наемников, купцов и так далее, которые побывали в России. И вот они писали, что по Волжье живут черемисские татары. То есть также черемиса — это податной народ, в данном случае выражается, но, скажем так, но либо татарского, либо другого происхождения. Но чаще всего почему-то они говорили, что черемисские татары. Потому что в свое время вот эти вот черемисы, они входили в состав Казанского ханства. Видимо, было принято подразумевать как татарских подданных. В силу, кстати, вот как раз-таки последних, наверное, археологических исследований, я помню, что на территории Вурнарского района был раскопан достаточно сильный мордовский могильник. И в данном случае у меня возникает еще один вопрос. А называли ли черемисой мордву в то время? Или мордва все же была понятнее русскому населению того периода? Вот, если брать письменный источник, то в основном, можно сказать так, может быть, не ошибаюсь, мордва, она всегда шла отдельно. То есть мордву и черемису не отождествляли. Мордва всегда она называлась отдельно. Мордва есть мордва. Почему так можно сказать? Потому что в основном-то мордва, может быть, и не подчинялась Казанскому ханству. То есть были отдельные группы, которые платили дань, но в целом на мордву столь сильное влияние Казанского ханства не распространялось. А вот именно на черемис, на нетатарское население, марийское, чувашское, оно было достаточно сильным. Ну, хорошо, про поселение вы также начали говорить. Насколько я понимаю, некоторые городские территории современные в свое время как-то были территории совместного проживания, говорят, марийцев и чувашей. Например, на территории Мариинско-Посадского района какие-то поселения такие чуваши-марийские. Даже, говорят, на месте Чебоксара что-то подобное было. А насколько долго длились подобные контактные какие-то, может быть, некоторые крепости или достаточно крупные поселения совместно у чувашей-марийцев? И когда они перестали существовать, и население там поменялось? Ну, об этом трудно сказать, если брать, скажем так, классическую версию. То уже к моменту прихода русских сюда марийское население, даже если оно и было, оно было не очень большим.
Да, возможно, какие-то совместное проживание чувашей и марийцев было. Ну, вот, например, взять те же Ядвицы как-то вот. Я уж не помню, какая была деревня. Там, допустим, этот самый чуваш жалуется на то, что его там обижает черемис. Вот он не говорит, что я черемис, тот черемис. Я чуваш, а это черемис. Но, как известно, чуваши называли марийцев Чармаз, да? Чармаз. Чармаз. Ну, может быть, он по отношению к нему употребил просто свой чувашский термин. Но в данном случае вот по одной деревне упоминаются и чуваши, и марийцы. Значит, возможно, они там проживали вместе. Но это сейчас сказать очень трудно. Ну, а вот, допустим, на территории Чувашии есть множество различных поселений, которые носят название Чармыш, Ирже Чармыш, например, и так далее. Мы можем говорить о том, что там проживало марийское население? Наверное, можем. Потому что, ну, как сказать, наверное, даже когда чуваши селились здесь, они наверняка застали здесь марийцев, иначе бы они откуда узнали, как по-марийски называется эта территория. Населения. То есть она должна была быть... Если бы вы пришли на пустынную территорию, естественно, вы не знали, как ее называли предшествующие жители. Вот, Александр Алексеевич, в данном случае, если мы посмотрим на топонимику Чувашии, мы в том числе в нашей передаче это все рассматривали, у нас достаточно много поселений, достаточно много различных объектов, которые носят марийские названия. Но марийского населения нет. Мы должны это воспринимать как, что это население ассимилировано или что оно переселялось. Что говорит археология в данном случае? Ну, скажем так, языковые данные, прежде всего лингвистика, он говорит, что марийцы во второй половине XVI века, они переселялись на левобережную сторону. Сейчас вот есть монография Геннадия Сипеева, это известный, ну, уже не покойный, известный марийский исследователь. Он доказывал, что вот в конце XVI века происходил сильный отток марийцев, горных марийцев, на левобережье. И в качестве доказательства приводил, что ряд топонимов марийских, название селения марийских, которые на луговой стороне, они имеют горно-марийское происхождение. То есть происходит... Но там вот есть на луговой стороне ряд горно-марийских топонимов. Это говорит о том, что население переселялось. Такой же версии придерживается и московский лингвист Савельев. Я читал его, статьи его я читал и так далее. Вот, и последний вопрос, который у меня по верховым чувашам остается. С недавнего времени лингвисты начали выделять малокарачкинские говоры, которые относятся как раз-таки к сундырским верховым чувашам. Говорят, что это достаточно обособленный отдельный диалект малокарачкинский, который деревня сама называется Пошкарт. И когда как раз-таки с сотрудниками гуманитарного института мы туда ездили, местные жители периодически высказывали подобные слова, что настоящие чувашсем, которые чашсам они говорят, проживают за лесом, а мы вот, получается, чуваши-малокарачкинцы. С точки зрения истории, археологии, сундырская подгруппа верховых чувашей, она сильно исследована? Или на данный момент пока таких данных нет? Чтобы их как-то отдельно, может быть, воспринимать? Ну, не знаю, если малокарачкинский город появился только сейчас, это лучше всего обратиться к лингвисту. Но могу сказать следующее, что в начале 20 века была опубликована ведомость о наместничестве Казанском. Там перечислены, это документы за 1780 год, они отражают проведение губернской реформы Екатерины II, когда делились там эти самые... Когда там делились уезды, часть селения переходила из одного уезда в другой уезд и так далее. Вот там есть данные по Казмеревьянскому уезду, документы, поселению, вот как раз, которое сейчас относится к этой, может быть, малокарачкинской группе. И вот там даже в 18 веке некоторые жители некоторых деревень назывались марийцами. Может быть, потому, может быть, вот они-то как раз и марийцы там, которые проживали, продолжали сохранять свою идентичность вплоть до 18 века, только потом уже очувашились. Такое тоже может быть. Но это все, я говорю, надо исследовать и с помощью языковых данных. Но лингвистика говорит, что у них как будто бы один из самых древних говоров. И как будто бы даже... Я не лингвист, могу это сказать. Ага, хорошо. Александр Алексеевич, спасибо вам, что вы помогли нам немножечко погрузиться в тему верховых чувашей и совсем по-другому, мне кажется, взглянуть на эту территорию, на эту этнографическую группу, которая внесет в себе действительно очень древние черты и с точки зрения языка, и с точки зрения, наверное, материальной культуры. И это достаточно большая группа, которая расселилась на очень большой территории и успела даже разделиться на 4 этнотерриториальные группы, которые сейчас разделились, эти группы образовались в результате определенных процессов там происходящих, обособились. Потому что были разные источники возможных к формированию. Это тоже допускается? Допускается. Но я говорю, что вот когда, скажем так, на
межсавельскую подгруппу, если влияли средненизовые, то они оставили свой пласт. Спасибо вам. Спасибо большое. Ту сама следить про первым батрахан Арабан Александр Алексеевич Чибис, пульджа история слыхизень кандидача, чеваш подшала гуманитарию слыхизень институте наука щения Валбере Тури, чеваш Семберги, тогда горная черемисы Терминберги, теплен рех Калаза Гдартре. Эфир дайте предель булычин Серембия Бельдиар Булдам, Сазасты Вара Эллады Данилова. Те предель булычин Чибер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.